Это центральный автовокзал Владикавказа. Ежедневно отсюда отъезжают десятки рейсов в города, равнинные и горные поселки республики. А ведь даже в самом маленьком селении есть на что посмотреть. Двое ведущих готовы отправиться в путешествие. Цель простая – узнать как можно больше интересного и не опоздать на вечерний рейс. Новые места, новые люди, новые истории и новые впечатления. Вокзал для двоих. Поехали! Всем привет! С вами передача «Вокзал для двоих». Я ее ведущая Алина Басиева и Руслан. Ну, не Руслан Кабалоти, а Руслан Чегемов. Красивый, высокий, статный, симпатичный мужчина. Как я и мечтала, в принципе. Ну что, Руслан, куда мы сегодня поедем с тобой? Алина. Что? И ты тоже дегорец? Мадигорочка. О, Господи! Так, Google мне в помощь, мои нервы. Так, Google, переведи, пожалуйста. Алина. Что он сказал? Я сама ничего не понимаю. А, хорошо. Ну что, Руслан, тогда покупай билеты, а я тогда поеду... Под автобус сейчас билет рейсом. Google, что он сказал? Переведи еще раз. Что-то про автобус. Ну все, вот и табличка «Дзорикал». Алина, ты знаешь, как переводится с осетинского «Дзорикал»? Ну, Наверняка не знаешь. «Дзорикал» переводится с осетинского как «святое село». Ух ты, как интересно. Ну, пойдем изучать село. Пойдем изучать. Руслан, я хочу примерить шаль. Так в чем Или проблема? лучше папаху. Да в чем проблема? Хочешь Какие примерить? интересные. Нет, лучше коричневые. Давай, коричневый. Давай, вот это вот лучше. О, Ого, я думаю, тебе пойдет. Алло. Ёлки-палки, Алина, ну, неужели она меня променяла на другого ведущего? Ну, Алина, не торопись, я все исправлю. здесь качество шерсти лучше, чем у тебя волосы, Алина. Ты чего? У меня волосы лучше. Да? Конечно. Какие интересные штуки здесь продаются. Ну, конечно, мы сейчас находимся на въезде в село Дзорикал, и вот здесь вот такой мини-базарчик, где можно приобрести вот такие интересные штуки. Так что, Руслан, пойдем изучать село дальше, потому что это только начало. Хорошо? Пойдем. Пойдем. Алина, посмотри какой. О, вообще красота. Не нравится? Алина, смотри, какую шапку я тебе нашел. Шапку. Красота. Тебе идет сильно. Сколько всего! Глаза разбегаются. Ладно, пойдем. Пойдем. Ах, вот они где. Такие красивые, Алина. Горы. Подождите. Красивое село. Ах, вот это значит как, да? Чуть-чуть я задержался, сразу мне замену нашла. Ничего, что ты опоздал. Вот что ты на нее нацепил? Вот что это такое? Вот. Красивая Это что, шапка. шапка, что ли? Ну, это бескусица. Вот если бы я с тобой шел, я бы тебе выбрал самую лучшую шапку. Ну, что это такое? На, вот, держи, эта шапка тебе, а мы пошли снимать. А Руслан? Ну, Руслан, Нет, подожди, нет. Ну, сегодня у меня ведущий Руслан тоже. Ну, я же не виновата, что ты опоздал. Руслан, пойдем. Пойдем. Ну, ладно.
У нас будет сегодня интересная передача. Так мы еще с тобой не вели, даже, Руслан? Ну да, Ну ты же не обижаешься? совсем нет. Единственное, что успокаивает мою душу, это вот то, что он тезка. Руслан очень приятно. Очень приятно. И, Еще между дегурцы. прочим, да, Да? два Ничего дегорца себе. сегодня со мной. Ну что ж, наш путь лежал по главной улице села, мимо обычных стандартных домов, в которых наверняка домочадцы заняты домашними хлопотами. Мои коллеги сейчас предпочитают вести светскую беседу, но в скором времени я найду им занятие по душе, а пока пусть беседуют. Ну что, ребята, что вы мне можете рассказать об этом селе? Ну, название села состоит из двух слов. Зуар, Амакхау. Зуар Кау. Значит, здесь где-то есть Зуар. Повторяется. Между прочим, мне Руслан об этом уже рассказал. Да? Да? Ты опоздал. А еще что ты знаешь? Ну, что здесь близко горы, смотри. Это Прямо. действительно очень красиво. Если вот так прямо смотреть, то мы, получается, прямо выходим сначала на холм, потом на горы. Ты представь, каждый день выходишь Красота, из дверей да? своего дома и смотришь налево, у тебя горы, справа. Так, Гор лучше нет. налево. Лучше налево, Да. да. Село Дзуарикау, как вы заметили, расположено вдоль дороги Алагир-Владикавказ. Население менее 2000 человек. Это замечательные люди, и вы в этом скоро убедитесь. Так вот, если посмотреть с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что наше село расположено по обоим берегам реки Феогдон, у входа в Куртатинское ущелье. Я уже представил себе, какими красками играет село в летний период на фоне такой богатой природы. Но село имеет нелегкое прошлое. Годы войны оставили тяжелый след. Мемориальный комплекс «Журавли» в Дзуарикау, воздвигнутый в память о 7 братьях Газдановых, погибших в Великой Отечественной войне, включен в перечень объектов культурного наследия. А сейчас, Алина, я хочу тебе показать очень важное место вообще для жителей селения Дзуарикау и, конечно же, для нашей республики. Это памятник, посвященный 7 братьям Газдановым, выходцам из селения Дзуарикау, которые погибли в Великой Отечественной войне. Соприкасаясь с крыльями, в вечном полете застыли 7 белых журавлей, символизируя отрыв души в вечную неизвестность. Бессмертный образ белых журавлей стал родным и близким миллионам людей на всей планете. Это и есть 7 братьев Газдановых. Один за другим Магомед, Зарахмет, Хаджисмел, Махарбек, Созырко, Шамиль и Хасанбек ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт. Ни один из них домой в родное осетинское село не вернулся. С трагической историей этой семьи в Осетии знакомы практически все. Мать сыновей умерла, когда пришла 3-я похоронка. Еще трижды потом сельский почтальон стучался в их дом с горестными вестями. Когда пришла 7-я похоронка, он отказался нести ее Газдановым. Эту трудную миссию взяли на себя старейшины, облачившиеся в черное одеяние. Этого было достаточно главе семьи, упавшему замертво, чтобы понять, с какой вестью к нему во двор входят аксакалы. В 1942 году Дзуарикау был оккупирован нацистами. По рассказам старейшин, когда немцы узнали, что из дома Газдановых на фронт ушли 7 братьев, то его взорвали. Считается, что через несколько лет, увидев этот памятник, дагестанский поэт Расул Гамзатов написал стихотворение «Журавли», которое было переведено на русский Наумом Гребневым. Впоследствии превратилось в знаменитую песню, которую исполнил Марк Бернес на песню Яна Френкеля. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Мы замолкаем, глядя в небеса. Смотрите, какая здесь школа.
Стены возводились из камня горной породы. Говорят, кладку делали мастера греки. Нужно было откладывать глыбы скал, а потом разбивать их на более мелкие куски. Когда дзарикауские дети в 1928 году получили новую просторную школу, то ее называли «школой рабочей молодежи». И главной задачей была ликвидация безграмотности. Но это было далеко не все. Во дворе начали выращивать различные сельскохозяйственные культуры и готовить бесплатные завтраки учащимся. Излишки продукции продавали на рынке, и на эти средства приобретали детям форму. Таким образом, Дзарикауская школа первая в республике ввела бесплатные горячие завтраки и форму для учащихся. Вот так вот. Что жужжит? Ты знаешь, у меня по стилю какие-то смутные сомнения. Мне кажется, за нами следят. Да, что-то странное происходит. Мистика. Я не достану. Ты можешь поймать его? Ладно, пусть следят. Ну вот мимо Дома культуры мы никак не... Ой, какой джентльмен. Ох, люблю я вот так вот, когда за мной ухаживают. Спасибо. Когда Руслан один, он никогда за мной Очень не ухаживает. учтивый. Очень учтивый человек. А это Дом культуры Дзарикау. Его реконструкция уже запланирована. Это такое фойе. Какой? Ай-яй-яй-яй-яй. Вдоль по Питерской, по Тверской, Ямской, ай, по Тверской, Ямской, по Дзарикауской, ай-яй, едет Алина, едет Алина. Алина. Участники художественной самодеятельности принимали активное участие во всех мероприятиях и сельских праздниках и районных фестивалях. Вот и я решила попробовать себя в роли аккомпаниатора Руслана, пользуясь случаем. Так, ребята, распеваемся. И... Руслан, ты что-то расстроен. Да не я расстроен, а пианино расстроено. А ты меня заставляешь под него распеваться. Какие мы ранимые. Вот эти творческие люди вот такие капризные. Вечно им что-то не то. Руслан, а что это вы тут стоите? Можно я желание загадаю? Загадывай. Загадывай меня. Так. Долго ты будешь загадывать? Я так долго не могу в зеркало смотреть на себя. Влюбиться можешь. Побриться. Гуляя по улицам села, мы встретили главу АМС как раз за благоустройством села. И ребята, несомненно, решили в этом поучаствовать, а заодно и побеседовать с ним. А это грязное дело не для меня, подумала я и оставила его своим соведущим. И отправилась на поиски занятия по душе. Казбек, вообще очень сложно выполнять такие работы вот на этом транспортном средстве. Не особо сложно. Нелегко физически. Да? А попробовать можно? Можно, конечно. А можно я попробую, Руслан? Ты? Ты справишься с такой сложной физической работой? Да, мы не боимся физической работы. Ничего Давай себе, я попробуем. восхищаюсь. Давай. Не то, что Алина. Алина страшится любой физической работы. Ой, я хочу на этом транспорте. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Как ты Покажите меня! Не знаю, здесь вдвоем еле-еле помещаемся. Все, поехали. Все? Да. Только осторожно. Вот это настоящие люди.
на ком держится наша страна. Давай, Руха! Руби почву Зорикау. Это я так здесь развлекаюсь. Потому что ребята меня не развлекают. Наблюдая издалека, я была удивлена, как ловко управляет трактором Руслан. Поверьте мне, задача эта непростая. Здесь нужна точность хирурга. Ведь одно неосторожное движение ковшом, и селение с его окрестностями останется без электричества. В общем, умер в Руслане хирург или тракторист, не знаю. А на первый взгляд душевая кабина, а это целый трактор. Это целый физический труд, молодец. Чувствовать все рычаги. Ты первый надо. раз сидел? И за таким трактором первый раз, Руслан. Ничего себе. Ну все, На вот таком такие нужны нам тракторе, люди да, в команде. Первый раз. Дальше Артур Кцоев решил поделиться моментами из детства. Мы на плечи взвалили и войну, и нужду. Артур, вот прекрасное место у вас. Здесь, наверное, вы зимой со школы выходили, катались. Да, это наше возлюбленное место было. Мы вот на портфелях катались здесь зимой, да. Со школы домой идем. И здесь раз 20-30 спустился и домой. А там же камни. В камни спускались? Тогда не было камня. Там тогда снега и поболее было. И интересно было. А современные дети спускаются? Вот недавно видели тоже. Да? Что-то начали. Удивительно. Телефоны бросили и начали что-то спускаться по этому бугорку. Так, хорошее место, воспоминания хорошие. Ну, то, что место называется святым, да? Зорикау. Зорткау, да? Так? Зорткау, Да. да. Мира зорт тазıyor. И вы это ощущаете, когда... А в ушах исын. Да? Есть такое ощущение, что... И пирога бывает, все село собирается. На возвышенности. Молодежь, да. Как нам рассказали наши герои, недалеко от села находится культовое сооружение. К нему приезжает большое количество людей, в основном представители вышедших отсюда фамилий. Наверное, нет такого населенного пункта в Осетии, где бы не было талантливых мастеров. В любой сфере Зорикау не исключение. Вот примерно на таких столах, где-нибудь в садике, собираются детишки и едят. Да, и вот этим искусством занимается у нас кто? Казбек Фарниев. Казбек Фарниев более 4 лет посвятил себя столярному ремеслу. Постепенно изучал разнообразные породы деревьев, их свойства, приобретал практические навыки и набивал руку. Он успешно пользуется как рубанком, так и столярным станком. Когда-то, работая в школе завхозом, он себя поймал на мысли, что больше хотел бы себя посвятить этому ремеслу. Хотя и материальная сторона сыграла не последнюю роль, так как все его изделия пользуются спросом у местных жителей. Как нам поведал Казбек, это увлечение передалось ему от отца, который тоже был столяром. А самое первое изделие, которое вы сделали? Я помню, думаю, что уже сколько лет прошло, думаю, что знаю. Да? Да. Ну, наверное, это в детстве было. Ну, это, что помню, это было у меня, раньше были стулья, тоже детские, и эти стулья вот на старшие тамада, вот с этого начал, да. А потом уже длиннее, уже по 3 метра стали стулья. А скажите, вы свое искусство передаете кому-нибудь младшему поколению, наверное? Ну, так, вот внучка старшая, они все время со мной, там помогают, тепло, и помогают, и смотрят, как дед работает. Потомство надо обязательно друг другу передавать надо. Ну, как вы у отца переняли, да. Так и я хочу, чтобы мои дети так. Кстати, Казбек, а вы можете нам продемонстрировать, как вы делаете свои изделия? Ну, можно, это не трудно. Можно, сейчас пройдем. Да? И могу показать. И вы сами заочно уже начнете. Это я не против. Давай. Это прелестно. Хотите, давай. Конечно. Вот мой цех.
Хотите, я вам покажу, как делают. Как... Отлично. Сами посмотрите, сами давайте делайте. Конечно, у нас не получились произведения мирового значения, но притронуться к этому ремеслу нам позволили. А Руслану даже доверили отточить ножку будущего стола, который в скором времени украсит чей-нибудь дом. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, А за этой замечательной скамьей может поместиться 50 человек. Ее тоже сделал Казбек Фарниев. В общей сложности на этой скамье уже посидело на кувдах и на свадьбах около 5 или 6 тысяч человек. Козлик, подожди, ну куда ты пошел? Ну куда ты пошел? Подожди, ну блондинка ж ты. Ты меня не слышишь, что ли? Я с тобой разговариваю, по-человечески с тобой говорю. Ну куда ты пошел? Мне что, за тобой ходить все время? Я не понимаю. Мне туда уже нельзя, там уже грязно, сейчас обувь свою запачкаю. Я с тобой разговариваю, ты меня не слышишь? Вот ты разве козел? Нет, он не козел. Козлы так не поступают. Давай в конце концов уже напросимся в гости, Руслан. Ну да, видишь, козлы от тебя убежали, а вот к людям можно постучать. Хазарешки! О, заходите, пожалуйста, вы вас О, ждали. можно? Здрасте. Конечно, можно. Здравствуйте, заходите. Фарнул Хазара. О, как у вас тепло? По астинской традиции, любой гость, который пересекает порог дома, должен отведать астинские пироги. И это даже не обсуждается. Но, пользуясь таким приятным моментом, мы не упустили возможность обсудить за столом увлечение нашей героини. У нее даже имя царское – царица. Да, самая настоящая царица. Вы владеете приготовлением многих блюд, изготовлением астинского пива. Вы вообще давно участвуете в конкурсах? Вот первый конкурс, когда объявили в Алагирском районе, я была одна из первых, ко мне телевидение приезжало, снимали целый день, как я соло делаю. До сих пор пиво, приготовляемое по старинному аланскому рецепту, не утратило у осетин своего обрядового и религиозного значения. Огромное количество пива всегда варится для свадеб, различных пиршеств и поминок. Да, я очень много астинских блюд знаю. Мои родители этим занимались, бабушка, мама, и все мне передалось. Вот какое необычное блюдо вы умеете готовить? Ну, по-астински калуа называется, но я вам другое блюдо покажу. Называется самга. Это очень легко делается и очень полезное блюдо. Осетинская традиционная пища готовилась из продуктов, произведенных в своем подсобном хозяйстве. Надо ячмень промолоть, потом мы эту муку замачиваем. 1 к 1? Да, вот так надо его замочить. Вот, замочили мы его. Мы его замочили где-то на 2 часа. Потом мы это берем и процеживаем. Вот. Так что запоминайте, чтобы замешать, процедили. Надо обязательно 5 астинских пальцев женских. Вот мы его сейчас поставим на огонь, и при постоянном помешивании киселеобразная каша получается, и разливаем мы его по тарелкам, и она как остывает. И раньше, когда его старушки делали, то делали 2 приправы. Одну приправу делали из чеснока, а другую приправу делали из сладкой воды. Посередине делали такую дырочку, и, значит, одни ели ее с чесноком, другие ели со сладким сиропом. Пойдем поставим на огонь.
тем, как провести дегустацию, отправляем эту массу на тарелку. Отметим, что некоторые блюда остинской кухни до нашего времени не дошли. Повседневная еда остин сегодня радикально отличается от старинной. Именно поэтому для нас очень непривычно было пробовать это блюдо. Итак, друзья, вашему вниманию древнее остинское блюдо самга. Мы с нетерпением ждали, когда вы приготовите. Пожалуйста, продегустируйте и скажите ваши ощущения. Вообще супер, как каша. Да? Каша. Очень полезная. Можно на диету сесть. Соли нет? Так это сироп специально добавить соленый с чеснока или и сладкий сироп по выбору человека. И он тогда ест или соленый, или сладкий. Диетическое блюдо, я бы сказала, да? Да. На нем можно похудеть? Да, можно похудеть. Тогда я запомню этот рецепт. Руслан, это полезнее тебе, знаешь? Очень полезный. Да, спасибо вам продукт, большое, что вы нас научили готовить это остинское блюдо. Итак, это новый подарок нашему зрителю. Друзья, теперь вы научились на одно остинское блюдо делать больше. Благодаря нашей замечательной хозяйке. Спасибо. Ничто так не ободряет в зимнюю погоду, как сельский айвовый компот дзуарикая. Конечно, в нашем случае моих соведущих взбодрил не только компот, но и знакомство с очередным интересным населенным пунктом. От Зорикау наверняка есть что еще рассказать, но это все, что мы успели за такое короткое время. Не знаю, кому как, а мне больше нравится зимнее село. Снежок под ногами скрипит, солнце красиво подсвечивает чистейший воздух. Сознание того, что неподалеку на снегу в поле или в лесу можно встретить следы зверей, очень уж бодрит. Романтика... Люблю сельскую местность. Это мир, в котором нет суеты, спешки и привычного скопления людей. Природа спит до весенних дней, до дней ее буйного пробуждения. Вот так и прошел день в Дзуарикаве, в замечательном, уютном, гостеприимном месте нашей республики. Да, и скажи, Руслан, тебе понравилось сегодня с нами путешествовать? Мне очень понравилось с вами путешествовать, очень приятные места показали. Новое блюдо узнали опять, остинское, кстати. И, кстати, ты научился и знаешь теперь, что нужно девушкам дарить. Алина, это тебе. Спасибо. Алина, Спасибо. чей подарок круче? Я не пойму, а где шапка? Нет, мне и шапка понравилась, и барашек нравится. Кстати, барашек может превратиться в шапку, он расстегивается. Да. Кстати, я тебе хочу сказать, в Хазнедоне очень много замечательного. Хабар Забахадан Эти мужчины просто не могут насладиться общением друг с другом. 2 дегурца – это сила. Поэтому, конечно же, мы вам советуем приехать сюда, в Дзуарикау. Здесь очень интересно. До новых встреч! Алина, ты любишь все блестяшь. Руслан, хватит есть. Сейчас ты фишта, там сядешь, бокал возьмешь и громко. Все, здесь кадр закончился. Не Кабалоти, конечно же, но Руслан Чегемов. Высокий, классный. Вообще цирк. И такой парень.